Ах, как много искалеченных слов нам приходится слышать каждый день, везде и всюду. Торты, красивее, звонят. И не только. Обидно бывает, ведь, как говорил Паустовский, нам дан во владение удивительный, прекрасный и такой могучий русский язык. Волшебно, уникальный и так не похожий на другие. И поэтому засорять его лишними словами, неправильными ударениями и придуманным лексиконом преступления и безграмотность, говорят специалисты. Грамотный человек знает, запятая ставится, чтобы перевести дыхание, а точка, чтобы остановиться и подумать. Умеет правильно писать и говорить. Поэтому Международный день грамотности – это праздник всех, кто обладает богатой речью и каждый день повышает свои знания. Грамотный человек, в первую очередь, это человек начитанный. Человек, который любит читать, он будет правильно и красиво говорить на русском языке. К сожалению, в наше время очень много детей в школах, и не только дети, я вам скажу, но и взрослые, допускают ошибки при произношении тех или иных слов. Например, слово средства. Очень часто взрослые говорят средства, не только дети. Мы постоянно должны следить за своей речью, слушать свою речь и правильно произносить каждое слово. Сегодня грамотность – это не талант, а работа над собой, изучение различной литературы, учебных пособий и не только. Именно ударения чаще всего говорят о нашей грамотности. Даже привычное для нас слово «тефтели» мы произносим неправильно. Ударение нужно ставить на букву «е». Тефтели формируют грамотную речь в школе, поэтому большая ответственность за будущее лежит на учителях. Мы стараемся помочь детям, подбирая для них специальные упражнения. Как я уже сказала, это орфоэпические пятиминутки, которые мы проводим каждый день. Это карточки с текстом, которые они должны прочитать правильно, построить конструкцию предложения верно. Хорошо писать, читать – это одно дело, и важное для грамотного человека – владеть родной речью. В Международный день грамотности традиционно урок родного языка для учащихся 5 класса начинается с проверки уровня знаний ингушского. Сегодня на улице очень холодно, мне надо надеть теплую шапку. Перевести предложение с русского на ингушский, при этом не нарушая грамотность. Задание нелегкое, но дети уверены в своих силах. Береш сонч адик хитер, килгиждук бардерсон классе, адул маликас дик алар предложение шиёлч беснис алар, бахда салимаз анар хоза хитер сон qarga алар салимаз аз эндот что дешаждарцы yiqet цахчи яхая это аянжа предложение нис хавотя предложение. Радует, что грамотность ингушского языка у учащихся с каждым годом повышается. Дети и сами признаются, что им нравится говорить на родном. Немного тяжелее свои мысли излагать на ингушском. Хосхэтсэн гылгымот бууц гылгымот дикахэт Агаламо дик хой ну хэтшбес нормально хок нормально хо хали аврака нормально хо цоаш фаалтис дикхо. Международный день грамотности был учрежден в 1996 году ЮНЕСКО с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей. Это еще один повод проверить, насколько ты начитан и как ты чувствуешь себя в мире правил. Рина Сычоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.